Фашистские войска ушли с Кавказа так же стремительно, как и появились. Переломная битва под Сталинградом эхом пронеслась по всем фронтам, докатившись до Южного. Кавказ, Ставрополь, Ростов были освобождены за несколько дней. Вслед за немцами бежали их пособники самых разных национальностей. Они до последнего пытались привлечь на свою сторону местных жителей. Колхозы быстро восстановили. Люди снова привыкали к мирной жизни, старались как можно быстрее забыть оккупацию. Но, как оказалось, на Северный Кавказ уже пристальное внимание обратили спецслужбы ведомства Берии. Поводом послужила фраза Геббельса после поражения вермахта на Южном фронте. «Да, мы оставили Кавказ, но там остались верные нам люди. Фольксдойч в лице чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев». Эти слова – обычный пропагандистский ход Геббельса. Но для Сталина и Берии они прозвучали как сигнал к действию. В результате на Кавказ были отправлены спецчасти НКВД. Сталин внимательно анализировал все, что произошло на освобожденных территориях внутри страны за первые 2 года войны. Рассматривались все подозрительные факты. Начались массовые репрессии тех, кто провел хотя бы неделю в плену. Следом наступила очередь регионов, побывавших в оккупации. Еще в начале войны первым за свою национальную принадлежность расплатились поволжские немцы. Никаких фактов и доказательств измены у НКВД не было. Была элементарная перестраховка. Раз немцы, значит, будут своим помогать.